История «Черного двора» уже вышла, и те, кто еще не увидел все серии, смогут эксклюзивно посмотреть только на площадке ТВ+ Казахтелеком. А сейчас вы увидите интервью ребят, где они расскажут о себе, о своих ролях, о ближайших планах и вообще о том, что с ними происходит после «Черного двора». Приятного просмотра! Не забывайте ставить лайки, подписываться, ставить колокольчики, ведь впереди вас ждет еще много интересного. Ну что, погнали? Скажи твое первое впечатление о съемочной команде, об актерах, вот, что ты испытывал тогда? Вообще, меня негізі, когда утвердили на роль Гарика, это было вообще нечто, потому что я до «Черного двора», я, наверное, уже сказал, я был на 132 кастингах, и все отказали. Когда первый раз утвердили на главную роль, тем более Казахстанда, за границей, я не верил басында. То есть, брай бұрын утверждение жасады, такой дома лежу, один, еще живу тогда. Андай ойлайсың ғой, форс-мажор болып кетеді, может, другого утвердят, анау-мынау деген сияқты сондай ойлар болып, қалай біз жолға шықтық. Потом бір қатты қуанған нәрсем, то что уже біз 5 жылдан бері доспыз, Мухамен, Фучик монтажмен шығады. Фучик, Айбармен 1 жыл, 2 жыл болып қалды, араласып жүргенімізге. То, что там свои люди. А вы не знали, да, что вы... Нет, Рауанды білдім, Айбарды не знал. Потому что мен Айбардың Шекерде ойнағанын көрдім до этого. Естіп жүрдім, братьяға түскен. Соған қарап мен андай қызықтым да енді. И Айбардың өзінде айтатын, мен «Черный двордың» съемкасы кезінде мен Айбарға еліктейтін. В прямом смысле, оның играсына Айбар ты лучший, брат. И прям андай впечатление. Күшті болды негізі. Прям еще Сәлем Сошыл деген кезде вообще бас кетіп қалды ғой. Вот, енді Сәлем Сошыл сөздің ашығы жастарға бір шанс беретін продакшн ғой, былайша айтқанда бір медиа. То, что Сәлем Сошылдың проектіне түскен әрбір бала, әрбір қыз жұлдызы жанып, жарқырап, әйтеуір бір жерлерде жүр. Соған түскеніме бірінші дебютім сол болғанына қатты қуанам. И жалпы 132 кастинг отказ бергенде де қатты қуанам. С Акжолом мы учились в колледже, он был моим старшаком. С Акжолом мы учились вместе, да. А с Айбаром нас познакомили в академии. Мы были просто знакомы, и все. Я его раньше не знал вообще. С Дамиром и Тамерланом то же самое. Мы познакомились, я вот на кастинге такой смотрю на Дамира Амангельдина. Он такой, типа, ох, мы с ним по-любому как-то зацепимся. Типа, у тебя было ощущение? Да, у всех, не только у меня. Там Айбар тоже, не знаю, Айбар или Тамерлан, по-моему. Кто-то из пацанов тоже. Типа, ёшкин кот, он такой, типа, скользкий, по-моему. А оказалось, нет. Он очень-очень добрый, он очень светлый человек. А с Тамерланом мы подружились, сблизились во время проекта, наверное. Он тоже очень душевный, очень хороший человек, очень правильный. Вот. С Айбаром мы вместе лежали на одной кровати. И целыми ночами там мы разговаривали, общались о чем-то, обо всем. Было классно. Мы подружились. И Рауан такой пришел, салам. И он уже сразу такой, он готов уже, да. Я думаю, что-то не то здесь, что-то напряжение, какой-то саспенс, короче. А Тамерлан сидит такой, где ты еще снимался? Прикольно. Учился? Вот так вот, короче. Но это мы первый раз, конечно, не привыкали, потому что нам нужно было время, чтобы раскрыться нормально. А потом мы приехали в Кыргызстан, в Бишкек. И я сразу пацанам купил кофе, чайник, говорю, в 7 утра бужу их, говорю, все, пойдемте чай пить, короче, они спят там. Кстати, да, Акжол рассказывал, что самый шустрый из вас это ты, который утром просыпается, еще всем успеть там завтрак. Да, я просто хотел быстрее посмотреть город. Да, мне было интересно. Акжол? Акжол, он... с Акжолом очень интересные впечатления, потому что его утвердили потом. Его утвердили 5-м, и он мне пишет на WhatsApp, что, брат, когда выезжаем, когда... Я такой, о, прикольно, все, это мой типаж, короче, походу с ним буду общаться. И я прихожу, вижу его, он такой интересный. В общем, с Акжолом у меня сразу такие яркие впечатления. Но в целом я сейчас замечаю, что с пацанами я вот прям на равных общаюсь. Вот вообще нету разделений, то есть
каждый он очень разный, и у каждого есть какая-то своя внутренняя харизма. Это очень прекрасно. Я прям это чувствую, потому что я общаюсь с людьми, со многими, то есть я много психологии читал, и со многими у меня, ну, то есть, когда я общаюсь с людьми, то есть, я сразу чувствую такую не очень по мне вкусу энергию, то есть, я сразу как бы разрываю с ними связь. А с пацанами у них такая очень светлая какая-то энергия изнутри, веет прям очень У вас, сильно. в принципе, химия вот это сразу. как-то Да, сложилась и незаметно. мы стали лучшими друзьями. У меня сейчас, кроме них, очень мало друзей. Дамир, короче, он такой, как, в принципе, очень, мне кажется, похожий не с Масянем. Именно вот это вот личностью. Он такое все делал. Блин, мне казалось, что это его первый проект, потому что был бы я чуть посвободнее, я бы так же себя вел, как он тогда. Что-то там, ты весь такой шебутной. И я думаю, блин, наверное, это его первый проект. Потом что-то это познакомишься, он мне показывает, у него страничка в Википедии, я думал, нифига себе. Потом, ну, Где проект. написано стендап-комик. Да. Вот это все, короче, я такой, ну, прикольно. А Рауан очень мне серьезно показался. Он такой, ну, короче, серьезным показался. Тоже такой в образе мухи, да? Да. Ну, тогда он, на самом деле, когда мы начали съемки, он совсем другой был, как на пробах. Ну, как-то постарше, короче, он во время съемок был. А во время проб он серьезный, но еще молодой, короче, как-то так. Ну, в принципе, вот такое впечатление. А с Акжолом мы только в Бишкеке увиделись. Ну, у вас, получается, коннект сразу произошел или... С пацанами? Мгм. Да, блин, мы молодые же все. В принципе, плюс-минус одно мышление, одно видение. И... Ну, у нас были конфликты во время съемок, но они легкие. Мгм. Вот. И как-то думаю, ну мы же жили вместе, кушали вместе. Такой лагерь небольшой, двухмесячный. Поэтому там невозможно было не сойтись. Ну, мы все очень разные. Все разные просто. И, допустим, я... ну, такого человека, как Жол, я впервые просто встретил в своей жизни. Ну, он гиперактивный, просто гиперактивный. Его никогда не увидишь, когда он сидит или что-то лежит там. Он всегда что-то там рассказывает, всегда шутит, всегда угорает просто. Он гиперактивный человек просто. Я впервые видел такого человека. Мгм. Вот, и Масяня, он наш душка просто. Он вообще не похож на Масяню. Очень такой добрый, светлый, чистый человек. Давай о своем детстве расскажи. Где вырос, как оно прошло? Ох ты, негізі мен туылған жерім оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас деген жер. Шымкент пен Тараздың ортасы. И сол жақта туылдым, бірақ өскен жерім Алматы облысы, осы Еңбекшіқазақ ауданында Есік дейтін ауыл бар. Есік. Білесің ғой? Есік білемін. Иә, сол жақта өстім. И детством негізі ондай бір қатты бір идеальный болды деп айтпаймын, енді бір полноценный, бір күшті болды немесе материалдық жағынан, моральдық жағынан. Ну, 10-шы сериядағыдай ғой, короче, спойлер кішкентай. Ну, қатты бір бай отбасынан шыққан жоқпын, қатты бір кедей отбасынан шыққан жоқпын, средний, такой обычный. Үйдегілер жаңағыдай құрылысшы болды. Өзім да стройкада жұмыс істедім бір жылдары. И КВН ойнадым, кстати, кішкентай кезімде, да, Кстати, КВН. видела кадры. Детство енді жақсы өтті негізі, былай. Творчество жағынан жақсы өтті, потому что всегда КВН ойнап жүрдім, выступленияларға барып жүрдім. Пока осы. Андай бірақ детально айтқым келмейді негізі, потому что кішкене больной тема детства, өте қатты. Я учился в военной школе Жасулан, интернат, вот, 7 класса. У меня также учился там брат двоюродный. И, ну, он туда поступил, я такой, блин, тоже хочу. И тогда набирали все с 5 класса, и что-то как-то... Я еще в 5 классе такой полненький... А нет, в 5 классе еще более-менее атлетичный был. Но там поменяли правила и начали набирать 7-го. В итоге мне 2 года еще пришлось ждать. Я как-то забыл, у меня там друзья появились, мы начали там уже приколы какие-то, что-то делать. И потом мне папа на Новый год звонит, говорит, все, сынок, давай, готовься, Жасулан, у тебя полгода есть. А я уже тогда растолстел, мы в Турцию съездили первый раз, вот это все включено. А есть фотки? Да, есть фото. Ну, если что, добавим. Да, прикрепите. Поступаю в Жасулан кое-как, там очень тяжело с физкультурой было мне, но тем не менее взяли. Учусь я спокойно. Вот там в Жасулане на самом деле было, вот, наверное, я там прочухал вот эту вот штуку с
понятиями и так далее. В Экибастузе нету таких районов. Нету таких районов и таких ситуаций не было у нас в городе. Такой обычный, обычно маленький городок Экибастуз. Хотя Экибастуз строили зэки. В то время вот строили зэки, получается. Построили этот город. Но там криминала было много. Это давно было, в 90-х. А в мое время там было спокойно. Там мы даже не собирали греф. Такого не было, короче. В детстве я жил в Алмате до 6 лет с бабушкой, с дедушкой. Потом родители меня перевели в Астану. Я там учился. Что-то у меня таких ярких событий как будто было не было в детстве. Может быть, я не помню сейчас, короче. Ну, детство как детство, все. Все как было, то есть. До этого, получается, у тебя было 132 кастинга, да? О, да. А вообще какой-то опыт был в кино? Ну, до этого я снимался. Ну, там, эпизодтар болды. Сержан Братанның 8-ші сериясында ойнадым, кстати, эпизодта. О, да? Да. Кого? Кастингқа келетін актерді играл. Просто себя играл. Себя играл. И фильм «Паралимпийц» был. Ага. Да, я там играл. Типа, главный антагонисттің қасында жүретін, типа, такие плохие парни. Массовкада жүрдім 1 жыл. Мысалы, клиптарға түстім. Сөйтіп бұйырды ғой. Қай клип? Ермек Меденовтың қандай еді? Мотив есімде тұр, бірақ ұмытып қалдым атын. Иә, Ермек Меденовтың клипі болды, Тамара Асардың клипі болды. Телефон соқшы маған жаным дейтін, соған түстім. Первый твой актерский опыт был в Том Паксе? Да. Просто завирусились эти ролики, где какой был, какой стал. Да. Что покажем, здесь ставим. Там тебе сколько, 10 лет получается? 10 лет, да. 2013 год. Ну, мы начали в 2013 году, закончили в 2015 году. То есть 2 года снимали. Бабушка увидела бегущую строку. Она такая: о, кастинг. Типа, балам, кастингке барайық та, сен кішкене шустрыйсың ғой деген сияқты. Был один парень, скорее всего, зрители его знают. Он учился в А-классе. Его зовут Ансар Ильясов. Он играл в Фикере, вот. И мы как-то с ним тоже подружились. Там тоже своя очень душесчипательная история. И он меня вот тянул на вот эту вот всю штуку, типа, там, на сценки в школе. Вообще, как начался твой путь актерский? На карантине. Да. Учебу отменили. Потом я поехал в свой родной город Экибастуз. Я понял, что так не может продолжаться, что я не могу сидеть без дела просто. И мне это надоело. Я начал отправлять свое портфолио на кастинги. Но я там многим людям я отправлял свое портфолио. Они что-то игнорировали меня. Я не переставал. Я начал еще больше людей искать и отправлять их им. И вот меня пригласили в Алмату пробу пройти. И как-то Это прошел. на какой проект? «Братья». Полнометражный фильм, мой дебютный проект. Почти 4 года проваливался везде, никуда не брали. И вот какое-то второе дыхание вот открыл во мне этот замечательный проект «Черный двор». И вот я как-то сюда попал, и все как будто бы вот с чистого листа. Что тебе помогало вживаться в роль? И какие были сложные моменты, возможно, где вот тебе приходилось прям, ну, как-то эмоционально это все проживать? Но мы долго не могли найти зерно роли. Вот. И это только когда мы это сделали, когда вот снимали мой побег из дома, вот тогда мы определили. Ну, короче, вот тогда у меня был там переход, типа, мне мама говорит: вот в школу собирайся, так. Я такой: я не поеду. А потом она такой: в смысле? И у меня вот там щелчок случается, и я такой: да все нормально, просто там к первому уроку, в Олимпиаде и так далее. И вот, и я такой: блин, точно, давай будем делать с тобой Голлума. Голлум — это из «Властелин колец», вот это вот, именно вот моя переходная часть. Самая моя первая супер эмоциональная сцена — это было закапывание. Вот. Я прям, как все стоп снято. Мне еще тогда пыль в этот легкий попал. Я очень сильно кашлял, мне было плохо. И не знаю, что-то я как-то сильно все это прожил. Я отхожу, я начинаю плакать, сажусь на корточки. Лично мне было трудно морально, потому что
мои сцены, они очень похожие. Как өмірімде мен өзімде болған жағдайлар бар да сондай, ну не так уж такой эмоциональный. Когда вот бір сахнадан өткен кезде ты же вспоминаешь эти моменты. Когда вот вспоминаешь вот эти моменты, воспоминания очень трудно. И я вроде сказал, да, где-то сцена с мамой, где в 5 серии. Вот эта вот сцена самая вот, қиын болды морально, потому что диасаға келіп вот потом я дам тебе только 2 дубля, деді. Больше не даю, деді. И было очень трудно. Сцена в карцере, я один. Вот я там выдал просто пик эмоций, наверное, потому что я уже узнаю, что мама умерла, что я в тюрьме, это осознание, что я человека убил просто. Это же тоже очень сложно принять это и понять. То, что я не увидел маму до ее смерти. Ну, это очень сложно, на самом деле. Но ты очень долго выходил из Да. этого, да? Да. Наверное, 2 месяца, 3 месяца. 3 месяца. После проекта, как проходит твоя жизнь, твой график? Вообще, как твой день начинается, что делаешь? Ага. Расскажи. Ну, у меня была изначально цель взять какой-нибудь хороший бомбезный проект, чтобы на массу это все двинулось, и чтобы люди увидели, то есть режиссеры, кастинг-директора, продюсеры, чтобы заявить о себе, так скажем. И действительно это получилось, сейчас уже есть много приглашений, то есть какие-то сценарии интересные под руки попадаются. То есть и ты читаешь, записываешь пробы, кайфуешь, то есть главная миссия была в том, чтобы показать себя в других ролях, то есть совсем в параллельных. Посмотрим, что будет. Но есть предложение, да. И будем дальше сниматься. А какую бы роль ты хотел сыграть? Антагониста. Очень хочу сыграть антагониста. Вот. Ну, мне пока что не предлагают, но я думаю, что антагониста я сделаю таким, хорошим. Ну вот у вас получается этап, да, подготовка съемок, сами съемки. И в этом процессе, да, ты, получается, знакомишься с одной девушкой. Да. Ну, не в процессе. Короче, была одна девушка, ну, она есть, работала вот в студии 111 Production. Но она с проектом «Черный двор» вообще никак не переплеталась. То есть мы просто видели ее в офисе, мы пересекаемся в офисе, даже не здороваемся. Ну, я не знаю, лично у меня так было. Оказывается, пацаны уже давно с ней общаются, а я как-то все это мимо. И смотрю, ну, она иногда лайкает мои посты. Я такой, лайкай. Потом вижу, она на всех из пацанов, абсолютно на всех из пацанов подписана. И на всех подписано, кроме меня. Я думаю, нифига себе. А тебе она сигналы просто отправляла, Просто лайкает, все уже посты. Это не просто лайки обычно. Ну, понятное дело. Я еще видел, она поставила лайк, я такой обновляю, его нет. Потом опять ставит. Вот такая штука была. И в какой-то момент она опять начинает лайкать, я такой, да ладно уже, что я подпишусь сам, подписываюсь. Она подписывается на меня взаимно. И в первый же день я думаю, раз подписаны, надо что-то делать. А я вижу, она меня сразу в близкие друзья добавляет. Я думаю, это знак. Все, уже съемки закончились. Я приезжаю в Алмату, у меня начинается моя нормальная жизнь. Вот, я там в театре устраиваюсь. И мы начинаем переписываться прям супер активно. Вот. И на самом деле у нас роман такой больше сложился по переписке, что странно. Я до конца думал, что... Не знаю, у меня такое, если девочка красивая, она по-любому всегда с тобой играется. И вот, и мне казалось, что она всегда играла со мной, там с подружками что-то сидит, угорает, наверное, над моими что-то кринжовыми сообщениями. Я всегда очень аккуратно, Но оказалось, что все очень чисто, очень все вот так вот. Ну и потом мы увиделись уже в Алмате. Часто тебе пишут поклонники, поклонницы. Ну так делаешь. Личный вопрос, у тебя есть девушка, отношения? Нет. И давно очень не было, то есть упор идет На работу. Да, скорее всего. Ну, если найдется какая-нибудь кандидатура очень хорошая, которая понравится моей маме. То есть какие критерии у девушки должны быть, чтобы привлечь внимание? Да.
своем. Главное, чтобы мозги были. Чтобы мозги на месте были. Чтобы верная была, образованная. Чтобы вела себя очень так светская львица. Типа, как происходит? Ты чувствуешь, короче, и вот как почувствуешь просто. Ну да, на самом деле, когда, мне кажется, встречаешь, Мгм. у тебя все твои какие-то... Да. То есть Чёткие нет какого-то запросы. определенного идеала в голове. То есть есть много очень красивых девушек, то есть они все разные. И с кем-то ты по характеру не сойдешься, а с кем-то с внешностью сойдешься. С кем-то так, с кем-то наоборот. То есть это вообще не предугадаешь. в принципе. Какой тип девушек тебе нравится? Тип девушек у меня нету. Мгм. Прям. Ну, например, на что ты в первую очередь обратишь внимание? Ну, по-разному бывает. Иногда бывает походка цепляет. Иногда бывает там, уши ее. Да. Иногда шея, иногда ноги вот. Интересно. Очень такой, скажем, непопулярный ответ. Такие еле заметные детали, да, получается? Да. Интересно. Иногда вот руки, пальцы. По идее, любить это хорошо. Эмоции, но нужно любить правильного человека, то есть своего человека, который по душе. А готов ли я? Пока что нет. Я хочу, то есть, выработать, учиться и дальше учиться, да, дальше. Я вот закрыт или открыт, ну, возможно. Если нет, я буду работать, читать, развиваться. Если да, я тоже буду работать, развиваться, читать. Мне нравится, как девочка вот үстүнөн иіс шығып тұрады. Приятный истер болады ғой. Андай бір природный запахтар болады өзі. Жоқ андай сондай природный иістер ұнайды маған. Сондай иісі шығып жүретін қыздар маған қатты ұнайды. И Характер, может быть, что-то... характерінен тыңдай алатын. Орысша қалай болады? который умеет слушать. Да. И просто я люблю человека, который слушает меня. Например, я сейчас тебя люблю. Вот реально. Мне нравятся люди, которые слушают меня. Я очень сильно вспыльчивый, и я хочу, чтобы мой человек был терпеливым, очень сильно. Чтобы он терпел все мои капризы. Аниме смотришь? Ну, смотрел, да. Какое любимое? Ну, Наруто, Клинок, рассекающий демонов, Хантер икс Хантер. Вот, наверное, моя тройка. Угу. Почему вы такой красивый? Во-первых, не смущайте меня так, а во-вторых, ну, спасибо. Ну, родители постарались, наверное. Сколько вы встречаетесь со своей девушкой? На данный момент 7 месяцев. Когда это выйдет, какое-то будет 9 месяцев. Ну, начали вы его, давай лучше, когда вы начали? 25 ноября мы начали. Угу. 22 года, 25 ноября. Угу. Нравится тебе твоя профессия? Профессия, на самом деле, ребят, если вы хотите приходить в эту профессию, она очень именно тяжелая психологически. Не то, что там тебе ролики играть, а в том плане, когда ты 1000 раз ходишь на эти кастинги, на эти пробы, и, не всегда тебя берут. И ты вот идешь и чувствуешь себя очень плохо. Вот, кстати, да, вот этот совет начинающим или тем, кто хочет быть актером. Тут, наверное, готовы ли вы вот к этому всему? То есть вы не подумайте, вот вы даже, наверное, будете суперизвестными актерами, но у вас всегда будут эти пробы, которые вы тоже не всегда будете проходить. Даже голливудские актеры проходят пробы, если не под них сценарий пишется. Но какие-то другие проекты, они тоже проходят пробы, и это постоянное это психологическое давление на тебя. Угу. Очень важно быть психически устойчивым. Не то, что устойчивым, наверное, более-менее уметь проигрывать, что ли, как-то. Не уметь проигрывать, а относиться нормально к тому, что тебя не взяли. Надо привыкнуть к себе на камере, чтобы ты не боялся. И плюс забить надо на режиссера, на вообще, кто сидит, и как ты выглядишь тебя. Да, в кадре. Ты выглядишь. Никогда, кстати, не думайте, как вы выглядите. Вы все дружите в реальной жизни? Да, мы не так часто видимся, вместе в кино ходим, куда-то еще. Нет, когда увидимся, мы обязательно сходим покушаем, да, поговорим. А так, конечно, да, мы друзья. Я не побоюсь сказать, что мы друзья. Какая у тебя любимая книга, которую ты прочитал? Ой, хороший вопрос. Наверное, это Мартин Иден, Джек Лондон. Вот, она такая
Я думаю, каждый мужчина, мальчик, подросток должен прочитать ее. Много для себя что найдет. Мгм. Вот, топ твоих любимых сериалов. Давай. Ну и Щекер, 5.32. И что же... и Саке мне понравился, кстати. Очень прикольный. Такой бодренький. Мгм. Вот, это топ-3. А из зарубежных, ну, «Игра престолов» по-любому. На самом деле, мне понравилась Wednesday. Я не знаю, правда понравилась. Wednesday. Я прям до конца досмотрел. Почему такой уставший? Потому что мало сплю. Ночью не сплю просто. Не знаю. Как-то это нужно исправить. Хотел бы сделать стрижку, как в ЧД. Тебе идет короткая стрижка. Да, сделаю, наверное. Почему ты такой серьезный? Почему ты такой грустный? Такие вопросы пишет? Не знаю, какой я есть, такой. Да? Да. Окей. Ну, я и веселый тоже, не знаю. Мгм. Топ-3 любимых песней. Я же не закончил. Так, «Скриптонит. Высота». Саундтрек из «Атаки Титанов». Блаукодзе там написано, да, что-то такое, короче. Японская музыка. И потом третье. Ашат Хайрулла «Денсаулык». Стоит ли идти будущему поколению в направлении актерского мастерства? Если вы думаете и чувствуете, что это ваше, то тогда да, и еще нет. Если вы знаете, что вы не ленивы, что вы будете учиться завтра, что вы будете и кровью, и потом этого добиваться, то тогда да. Что в основном могут недооценивать в тебе? Мой талант? Было такое, много Мгм, было такого. мгм, Да. мгм. Как твои близкие отреагировали на сериал? Очень нормально. Мама такая, типа, я не буду смотреть. Мгм. Я сказал, это круто. И она не смотрела? Она не смотрела. Мой старший брат. Над какой целью, мечтой ты сейчас работаешь? Короче, я хочу учиться дальше, учиться. Мгм. И открыть свой театр. А вот если бы ты не был мухой, то какую роль бы сыграл? Дамира. Тамерлан. Дамир. Мгм, мгм. Он тоже, этот персонаж тоже очень похож на меня. Последний вопрос. Если девушка. Твой идеал девушки? Хороший собеседник, с которым можно о чем-то поговорить. И каждый день другое. Типа, много интересов, много чего. Чтобы не было скучно. И было и всегда интересно узнавать и познавать, учиться у этого человека. Я про девушку. Серьезные отношения у тебя были? Серьезно, да? Много? Нет, 3-4 даже, наверное. А Именно. самые долгие? Самые долгие. Бір жарым жыл. Бір жарым жыл. А были ли моменты, когда тебе было стыдно в жизни? Стыдно? Да. Конечно. Конечно. Когда я воровал. Это ол бала кезде ғой, конечно. Бір орыстың үйін ұрлағанбыз ауылда. Потом ол үйінен күрек ұрлағам ғой. И олар, короче, орыстар біздің дачада тұратын есікте. Олар қыста кетеді қалаға, Алматыға үйлеріне. Жазда келеді. Біз қыста барып күрек ұрлаймыз екен. И олар жазда келеді, мен жазда жер қазып жүрмін ғой, соның күрегімен. Көрші жағы орысша айтады, это же мой лопата дейді да. Это мой деп мойындамаймын ғой еще. И ағам шығады, это чей вообще дейді. Чей лопата? И бір кезде біліп қойды мен ұрлаған. Капец было стыдно сол кезде. То, что ол үлкен шал орысша. Ол орысшада қазір жоқ. Кто из вас самый шустрый из 5 ребят? Шустрый, я По думаю, жизни. Дамир, Масяня. Потому что он там дубляжмен жұмыс істейді, он всегда что-то делает, шартит, шустрый, зарабатывает очень хорошо. Масяня шустрый очень сильно для меня. Сериал «Бригада» вообще смотрел? Да. Не полностью емес, там, по отрывкам, в детстве, там, үйдегі братандарым көріп отыратын, қасылармен қарап отырамын. Ой,
жоқ, ну, честно, маған қызық болмады. Маған больше всего сондай криминальный кинолардан брат ұнады. Сергей Бодров, қателеспесем, сол ойнаған. Брат қызық болды, бумер қызық болды, криминальныйлардан. Ну, бригада каким-то образом маған қызық болмады. Ну, менің ағаларыма қызық болды, но мен что-то қабылдай алмадым. Кто тебе нравится в актерстве? Люди, которые вдохновляются идеями, воодушевленные люди. Вот. Нас мотивирует вот, идея, и мне нравится с ними работать, вместе проводить время. Нравится быть на площадке. А вообще легко тебе в роль вживаться? Это от режиссера зависит. С каким я режиссером работаю. С Диасом было все, все было легко. Что для тебя? Что значит для тебя роль? И были ли переживания? Переживаний, кстати, не было. Никакого переживания не было, потому что я давно хотел такую роль получить. Вначале, кстати, меня утвердили на роль Дамера. На роль Дамера. И Диас Ага утвердил на роль Дамера, а Даняр Байке утвердил на роль Баба. И вот, они меня пригласили, и мне сказали, типа, вот, выбирай, Боб или Дамер. Почему ты решил стать актером? Потому что я с детства как бы в творчестве. Играю на гитаре, пою, там, танцую, на кружки всякие хожу, там, детские утренники, там, поэзию читать или спеть. Когда нужно спеть, я всегда это Айбар, всегда я. И получается 11 класс, 10, 9. Но с 9 класса уже все начинается, когда ты начинаешь уже думать, куда поступать, в какой город. И я начал вот думать, и ну а что еще? Я же не пойду на там менеджера какой-то, бизнес-менеджера или еще куда-то. Ну и вот потом решил вступить в Академию искусств. А какие главные качества в человеке тебе нравятся? Искренность, доброта. Спортсмен ты на самом деле или нет? Увлекаешься ли боксом, борьбой? 7 лет айкидо, дзюдо, самбо, джиу-джитсу, боевое самбо, футбол. 7 лет у меня уже зеленый пояс. Почти не дошел до КМС, потому что я уже ушел в творчество, у меня травма еще была. Но я в 14 лет закончил спортивную карьеру. Ну, кружки свои закончил просто, вот. Но я занимался, да, с детства, то есть у меня уже удар более-менее поставленный. Дыхалка, правда, быстро отключается, но можно работать над этим. А планируешь дальше продолжать или как-то? Продолжать. Ну, я для себя чисто, ну, просто для себя можно, да, там, грушу побить, там, друга своего побить, по почке, бам. Ну и в случае чего защищаться, да? Да, вот именно так. Сам с какого района будешь? Был ли рулевым? Астана, район Копчак, положение Садлет. Это реальный. Это реально, человек. да, то есть капец все был, мы боялись его очень Да? сильно. Да, он такой Может, наверное, привет отморозок. передать, может, Адлет, посмотрит. ты таким отморозком был, господи. Как мы тебя терпели, блин. Ну, многих волнует вопрос, сторисы вы все смотрите, которые отмечают? Конечно. Я то ли делаю, это все мониторю, все, что со мной связано, все интересно почитать. И добавляешь к себе, да? Ну, салимовские все добавляю. Конечно. Понятно. Конкурентов сразу шлю куда подальше. Как отнеслись родители на отрицательную роль? То есть, понятное дело, что в сериале очень много таких сцен, да, с табачными изделиями, вообще с агрессией, ну и очень такая отягощенные сцены. Ну, я маме говорю, вот сейчас меня взяли, она говорит, ну, первый вопрос, то, что она задает, типа, какая роль? Нет. Она говорит, сколько пошляет? Вот. Вопрос только в одном, да? Остальное не важно. Вообще, Все, смело. кто ты, что ты, да. Все, бабки платят, все, давай смело вообще. 50% мне закинешь. А серьезно? Серьезно? Ну, спрашивают, типа, что за тема, короче. Я говорю, ну, отрицательно. Я говорю, ну, отрицательно зато запоминается. Я говорю, точно. Есть Они свои смотрели, плюсы. кстати, все серии? Все смотрели. Батя купил подписку даже. И вот мы с ним вместе смотрели. Ну, понравилось очень сильно. И то, что там мы матерились, то, что мы что-то употребляли, там вообще это просто на последний план ушло, потому что там в первую очередь это история,
как снято, как актерски было отыграно, это все затмевало остальное. То есть вообще вопросов не было, просто одни респекты шли. Круто. Да. Полностью поддерживали и Да? понравилось. 100%. Ага. Какую бы ты роль хотел получить, если бы не было Масяни? Классный вопрос, я всегда об этом размышлял. Очень интересно, я бы хотел бы чисто, как актерский вызов для себя, я бы хотел бы сыграть Дамира, либо Гарика. Вот интересно было бы очень. Как ты вообще понял, что хочешь стать актером? Как я понял, просто пришел к этому, больше не было нечем заниматься, я больше ничего не умею. Это все вот это вот я говорю, что-то делаю, смотрю, это срабатывает, по-моему, и люди приглашают, смотрят. Больше просто ничего не умею, я еще шашки умею играть. Ни разу не проиграл в жизни, кстати. Да ты чё? Да, надо будет как подписчика какого-нибудь позвать, чтобы Устроить турнир. победителю я что-нибудь подарю нормально. Запоминающийся момент со съемок, ты говорил, что это вот с едой больше связано. Да, Такие моменты. все у меня с едой связано, видимо. Да, в натуре. У тебя, да, Сникерсы, линия. пельмени там. Что я еще хавал? Суп хавал в 5-й серии. Я постоянно хаваю там реально. Он голодный С желудком персонаж. проблем не было потом? Нет, нормально, мы чалапом запивали, вообще чалап все делался то. просто Да, автоматически. сразу, моментально проходит. Конечно. Ну вот, ближайшие планы где-то есть? Ты сказал, у тебя есть проекты. Да, посмотрим сейчас. Пока еще ты не можешь сказать, какие. Ну давай так. Могу сказать так. Направление, ну то есть, может быть, чуть про персонажа рассказать. Персонаж очень агрессивный будет в этот раз. Еще глубже будет он вести себя в кадре. Кто стал самым близким тебе человеком Близким? во время съемок? Честно, вот говорят же, вот маму любишь или папу любишь, вот, и ты не можешь, все равно, будто бы одинаково все. И у меня с пацанами так же, то есть каждого люблю по-своему, каждый разный, у каждого есть своя история, связанная с ним, то есть с Мухой я недавно очень до слез общался, то есть мы о жизни поговорили, то есть и мы очень сильно зароднились, то есть я буду вспоминать именно наши вот это вот вечер общения с ним, и у меня это вообще отдельно, то есть с Акжолом вообще отдельное тоже, с Айбаром, с Тамерланом все отдельно, то есть у каждого из нас есть, у меня какие-то личные ассоциации и истории, то есть вообще не могу разделять, всех люблю, всех уважаю, всех приподнял, обнял, хрустнул. Какой ты в жизни? Давай для девушек, там, для поклонников. В жизни я свой человек, короче, вот, ну, вот так. Свой в доску, Да. свой пацан. Надежный. Мгм. Надежный. Номер один в Казахстане. Надежность, высокий план. Мгм. Вот, короче, такая Круто. тема. Самый популярный вопрос, конечно же, про что? Пельмени? Да. Пельмени с кетчупом или Я так и не майонезом? поел. С кетчупом? С Это кетчупом? вообще извращенство какое-то. С майонезом. С майонезом. Ну, Конечно. есть еще такая тема, кетченез, типа. кетчуп. Кетченез, кстати, нормальная тема тоже. Ага. Кетченез, да, кстати, кетченез. Ага. Майонез больше, наверное. Ну и многие пишут, никаких вопросов, ты лучше. Спасибо огромное. Всё. Вы лучшие. Вы Диана. лучшие. Динара. Все, еще раз, я тебя сейчас ударю. Все запомнить, мое имя не может. Я могу, у меня просто подруга лучшая, Диана, я постоянно с ней Ди, гуляю. давай, Ди. Ди люблю. Динара самая лучшая, просто. Кем ты себя видишь через 10 лет? Через 10 лет у каждого брата по одной хате. Через 10 лет я вижу себя... Мен бір арманым бар, айта салайыншы. Мен әке болғым келеді. Бірінші балам қыз болған қалаймын. Потому что мен өзім енді қазір жұмыс істеп жүрмін, енді әнмен айналысамыз. Тағы да бір рекламалар, анау мынау сценарий жазамыз біреулерге деген сияқты әңгімелер ғой. И я не хочу, чтобы менің бала шағам ертең мен сияқты балалық шағы болғанын қаламаймын, да. И ради этого только сейчас работаю, а так ради братьев, ради анау нет, ради своей будущей семьи все. Через 10 лет я вижу себя өзімнің үйімде, өзімнің спальнямда, өзімнің қызыммен бүйтіп жүріп баратам. Там по парку Панфилова вспоминаю, как я дал тебе интервью. Я вижу себя так через 10 лет. И там актер ретінде успешный, деп айтпаймын. Главное, чтобы өзім отбасым болса, қызым болса, кішкентай. Кстати, бір интересный факт бар. Өзімнің болашақ туылатын қызым арнап ән жаздым ғой мен. Уже. Иә, болашақ туылатын қызым арнап. А кем ты себя видишь через 10 лет? Через 10 лет в Голливуде. Давайте так скажем. В Голливуде. Надо, ты знаешь, уточнять. Мало ли, ты, может быть, там просто
оказаться каким-нибудь там барменом. Что ты там делаешь? Ну, сниматься в Голливуде. Мгм. Кем ты видишь себя через 10 лет? Ой, я хочу быть свободным человеком. И финансово, и вообще, чтобы никому ничего не... Я и сейчас никому ничего не... Короче, остаться независимым в плане сейчас от каких-то супердоговоров и так далее. И в будущем еще финансово, наверное, свободным. Ну, чтобы спокойно жить, да. Чтобы, там, не смотреть на цены и так далее. Мгм. Вот, такое. Не знаю, мне кажется, через 10 лет у меня точно семья будет. Вот. Может, и раньше. Ну, вот. Но на самом деле, Как пойдет, в да? этом десятилетии, я думаю, точно у нас у каждого будет по ребенку, наверное. Не знаю. Мгм. Так интересно на вас посмотреть 10 лет спустя, какие вы все будете. Ну, мне кажется, и 10 лет спустя я буду играть молодых персонажей. У меня вот кинетика такая. наверное. Мгм.